Здравствуйте, уважаемые зрители хоккейных. Сегодня на нашем стадионе состоится матч чемпионата России по хоккею с мячом между командами Суперлиги «Водник город Архангельск» и «Строители» город Сыктывкар. Уважаемые друзья, давайте поприветствуем болельщиков из города Архангельска. Доброго дня, дорогие любители русского хоккея, хоккея с мячом. Начинаем нашу трансляцию из города Сыктывкара, где через несколько минут сыктывкарский «Строитель» примет на своем льду архангельский «Водник». Добрый день, дорогие зрители, дорогие любители хоккея с мячом. Перед микрофоном Александр Люлько. Алексей Карпов. Благодарю Алексея за предоставленную мне возможность прокомментировать эту встречу. Это новый для меня опыт. И буду справляться. Но если вдруг где-то в перерыве вы услышите звуки фортепиано, не удивляйтесь. Это Александр практикуется. Да, возможно. Вот. Считанные у нас минуты остаются. Мы видим, у нас хоккейный клуб «Строитель» уже на раскатке. Подтягиваются болельщики. Вот поприветствовали их сегодня уже наши коллеги. Ну, думаю, болельщиков архангельского «Водника» даже на общем плане видно издалека. Ярко-желтой форме они, с ярко-желтыми флагами. Да. Ну и баннер в поддержку. Олега Пивоварова. Нас баннер, конечно, еще, может быть, покажет. А может быть, и нет. Я думаю, что это не от нас. Вот мы видим Юрий Радюшин, бывший игрок «Строителя», поигравший в сезоне 2004-2005 за наш клуб, отличившийся неоднократно. Вот, и составы нашего внимания. По составам мы, думаю, чуть-чуть попозже пробежимся по стартовому составу. Сейчас перед нами, перед глазами, техническая заявка на матч, как вы видите. Приготовили тренеры «Строителя» парочку сюрпризов, наверное, для тренеров Архангельска. Ну, если быть откровенным, и для нас тоже для нас, сюрпризы. В первую очередь. Вот. Сейчас, после того, как команда построится, отыграют гимн, мы подробнее остановимся на этом вопросе. Но пока вспоминаем слова гимна Коми Республики и включаемся. Готовимся, да. То есть, если у кого-то есть распечатка с текстом на коми-языке, то можете... Возможно, старые поклонники хоккея с мячом. Я думаю, что, в принципе, даже и старые поклонники хоккея с мячом гимн коми не слишком хорошо знают. К сожалению. Я признаюсь, положил руку на Внимание! Сейчас называется Российской Федерации Республики.
небольшая музыкальная пауза в нашем эфире. И команды готовятся к тому, чтобы начать матч. Предлагаем сейчас перейти к стартовым составам играющих команд. Начнем с хозяев поля. Сыктывкарский строитель. В воротах Максим Шакиров, номер 20. Полевые игроки: Владимир Власюк, номер 9. Иван Кораблин, номер 3. Максим Немцев, номер 44. Сергей Шибонкин, капитан команды, номер 77. Никита Свиридов, номер 91. Евгений Люхин, 37. Артем Лихачев, 8. Максим Зубарев, 23. Антон Оппенлендер, 71. Денис Садаков, номер 93. И запасные игроки: Денис Гутаренко, Роман Бояринцев, Никита Агафонов, Михаил Следков, Ренат Зигаши, Сергей Лукинов, Александр Ваюшин, Максим Медведь. Главный тренер хоккейного клуба «Строитель» Павел Яковлевич Франц. Александр, состав водника с вас. Состав гостей. В воротах Дорохин Данил, номер 33. Данил Кузьмин, номер 52. Сергей Калинин, номер 15. Иван Козлов, 13. Роман Козулин, 71. Андрей Ковалев, 18. Дмитрий Логинов, номер 50. Алексей Гладышев, номер 5. Максим Чермных, номер 8. Александр Тюкавин, номер 9. И Евгений Дергаев, капитан команды, номер 19. Запасные игроки: Роман Сухоруков, 17. Евгений Громницкий, номер 24. Юрий Радюшин, номер 26. Юрий Погребной, номер 78. И Илья Насекин, номер 88. Главный тренер команды Олег Валерьевич Батов, мастер спорта. И, в принципе, все готово у нас к началу игры. Надо представить судьи, я думаю. Об этом чуть-чуть попозже разберемся. Ну вот, насколько я увидел, Плашечка была для Сергей Горбачев. Наш любимый арбитр, да? Да. Отмечали в комментариях болельщики, что он неоднократно, персональный, в общем, наш арбитр. Я думаю, что команде будет легче сегодня играть. Да, да. По крайней мере, наверное, они нашли уже общий язык с арбитром, знают, о чем поговорить, знают, что вспомнить. Да. Тем временем игра уже взяла старт. Пусть и не Нижегородский. Не Нижегородский. Только и, Сыктывкарский. да, и хоккейный клуб «Строитель» был в атаке. Да, и уже на казалось первой даже, да, казалось, что там, наверное, пауза, может быть, там игрок был в офсайде, но нет, в положении правильно находился сыктывкарский хоккеист, и, можно сказать, первый опасный момент у ворот водника. Наверное, Александру, придется сказать о сюрпризе, да, который приготовил Павел Франц. Да, сюрприз, насколько нам стало известно, заключается в том, что нападающий нашей команды Владимир Власюк сегодня исполняет роль последнего защитника нашей команды. Да, будем считать, что для Владимира это новый вызов, может быть, в карьере. Да, и, возможно, это новый шанс для попадания в сборную уже в роли последнего защитника. Да, по крайней мере, забитых мячей на его счету в этом сезоне было немного. Я честно припоминаю только один, на домашнем поле. Потом, ворота Трубника. Да, потом пару месяцев Владимир пропускал из-за травмы, повреждение у него было руки. И сейчас форму потихоньку набирает, и доверили ему место на такой важной позиции. На самом деле проблема с обороной «Строителя» известна. Команда у нас пропускает больше всех в дивизионе, даже больше, чем Кировская Родина, которая обосновалась прочно на последнем месте в турнирной таблице с гордым, красивым нулем в графе набранных очков. Так что посмотрим сегодня внимательно за игрой Владимира. Может быть, он действительно найдет и откроется для себя на новом месте. Да, Иван Кораблин начинал как защитник сперва, потом разыгрался, стал результативным игроком, поменял позицию, да, насколько я знаю. Можно сказать, что и нападающим, и полузащитником был, конечно, да. Но все равно, конечно, принято ассоциировать Ивана больше с игроком оборонительной линии. И сейчас он вернулся, конечно. Да. И что касается Ивана Кораблина, то у него есть время побить 12-метровые удары, потренироваться. Да, напомним, именно Иван Кораблин не реализовал 2 12-метровых. Выход 1-1. Сейчас
все-таки забивает, да, Архангельский водник. Хотя вот показалось сперва, да, что вратарь уже ликвидировал угрозу. Прекрасно сыграл, да, но, к сожалению, на добивании, да. И вот 3-я минута становится несчастливой для хоккеистов-строителя. Давайте посмотрим этот момент повторно. Вот выход 1 в 1, во вратаря попадает. Вот мяч и на добивании, да, не успевает Максим Немцев помешать нападающему Водника. И Водник открывает счет уже на 3-й минуте. ну, так просто. Вот так просто. Но я думаю, что... Времени еще много, голы еще будут, может быть, во все ворота. Обязательно. Тем более подвиг Динамо, да, сегодняшнего мы уже обсуждали перед игрой. Да, за 20 минут до конца встречи «Динамо» московская уступала «Зоркому» со счетом 2-6 и умудрилась отыграться. 6-6 итоговый счет встречи. Но мы надеемся, конечно, что наша команда порадует нас сегодня голами. Ну, одним уже, пусть и в свои ворота, да? Да, но в гостях-то мы все-таки не забили ни одного мяча архангелогородцам. 0-6 уступив. 0-6 был, Да. да, счет. Единственное, по-моему, наше сухое поражение в этом году. Ну, нет, по-моему, все-таки нет, СКА всё-таки Нефтяник. Нефтяник и Енисей, да-да-да. Да, нет, а Енисею-то забивали. Надо поднять статистику, и на выезде Енисей же... Дома Енисей мы. ну дома забивали, на выезде. Ну ничего. Я думаю, Бывает. что разговоры о сухарях, раз мы начали, то бросается, конечно, сегодня отсутствие Михаила Шиляева, вратаря Водника, автор нескольких сухих матчей в этом сезоне Суперлиги, но травма. И до конца этого сезона уже Михаил на лед не выйдет, и поэтому сегодня Даниил Дорохин защищает последний рубеж архангелогородцев. Довольно молодой голкипер, еще в прошлом, позапрошлом сезоне мы его помним по играм за Водник-2 высшей лиги России. Ну, ему главный тренер в начале года, насколько я помню, на Кубке России доверил в матче со Строителем место в составе. Ну, и он оправдал его. Спас в некоторых моментах свою команду. И Строитель, ну, и Водник смог переломить ход встречи. Они уступали по ходу игры в счете. И насухо отстоял второй тайм. Ну, вот есть, такое сказать, надежда, ожидание, что и Строитель сегодня переломит ход матча. Все предпосылки для этого есть, конечно же. Да, родные трибуны, неистовая поддержка фанатов, которые пока что на самом деле молчат. Но я думаю, это временный эффект. Вот мы Да, смотрим, вот. как 93-й Денис номер Садаков. Садаков прорывался и наткнулся на довольно плотную игру со стороны защитника Водника. Судья Заработал назначает стандарт. свободный, да. Денис Садаков один из лучших игроков Строителя в этом сезоне по системе гол плюс пас. Можно сказать, уже стал любимчиком среди болельщиков Строителя. Да, прекрасно вписался. По крайней мере, к нему действительно меньше всего вопросов по встречам, в том числе и по проигранным. Да. Ну и сегодня ждем от него голов. Ну вот смотрим сейчас. Максим Зубарев, Евгений Люхин возле мяча. Идет заброс. Так, ну, мимо. Неточный, да. От ворот вводит мяч в игру вратарь. Ну, я вот честно не знаю, слышно ли нашим зрителям, но на данный момент мне кажется, что болельщики Так, Водника перехватываем мяч. перекрикивают, да? Перехватываем. Опасная атака. Денис Садаков. Нет. Вот сейчас только если побороться. И да, поборолись, и все-таки нанесли удар мимо ворот. Вот перекрикивают все-таки болельщики Водника, вот последние эти стартовые, точнее, минуты. Ну, наши особо не сопротивляются, я думаю, все-таки дают возможность проявить Да, себя наши гостям. болельщики испытывают скажем, не на прочность, да, скажем, дают гостям покричать, устать, Ну, а как потом и наша уже... команда, собственно, Да, дает да. возможности Это гостям. тактика Сыктывкарского Строителя. И потом просто на классе возьмет свое. Да. Все это было бы так, если бы у нас был бы Енисей, да? Или СКА. Но у нас Строители. Возможно, эта тактика не сработает сегодня. Тем не менее, обеим Теряем командам
по сути, уже в этом сезоне ловить нечего. Игра поэтому должна получиться яркой и открытой. Да, уважение Воднику, что находят для себя хоть какую-то мотивацию. Все-таки команда ставила перед собой цели повыше наших. И даже, наверное, повыше, чем просто выход в плей-офф. Ну, наверняка. Тем более, что в прошлом году команда играла в полуфинале чемпионата. Вот наша команда. Так. Да, Никита прорыв идет Свиридов. по левому флангу. И здесь снова довольно Вроде жестко как и бы цепко. сбивает нашего игрока, но судья молчит. Он жестко и цепко играет Водник сейчас в эти минуты. Роман Козулин с мячом. Перевод сендер и... И аут. Аут, да. Всего лишь, да, зарабатывают архангелогородцы. Не спешат, пока они форсируют события, ищут параллельно для атаки. А может, просто приглашают сыктывкарцев на свою половину поля. Счет все-таки гостей устраивает. Вроде бы как нету, нам да. надо отыгрываться, да. Но нет. Ну, здесь Архангельск. потеря, да, на своей половине поля со стороны строителя. Водник перехватывает мяч. И он, видимо, искал полузащитник адресата для передачи. Нашел его на фланге. Заброс штрафной не прошел. Но вот сейчас еще будет попытка войти в радиус. Пас в центр и опасно, да, и гол. гол. 0-2. Прекрасно сыграл Дмитрий Логинов, пройдя по флангу. Нашел передачей кого-то из игроков Архангельска, да, игроков, кто да. и замкнул. Ну, мы Ну да, узнаем. сейчас по такому общему повтору было сложно увидеть. Я думаю, нам сейчас и замедленные покажут, статистику предоставят. Ну, Все-таки у нас небольшой такой экранчик для просмотра, довольно тяжело смотреть за номерами. Вот Максим Черных. Да. Черных, да. Прошу прощения, если вдруг мы случайно не так ударение поставили. Задумался на секунду, Да, то есть как все же. вопрос такой лингвистический возникает иногда. Вот сейчас мы смотрим повтор этого мяча. Ну, да, пока больше был повтор передачи результативной. Да. И Максиму Шакирову оставалось только развести руками и сказать, ну, что ж творите-то вы? Люди Не добрые. не было практически шансов у голкипера-строителя спасти свою команду в этом эпизоде. Довольно близкое расстояние до ворот. Как-то у строителя не вяжется с атакой. Ну, вот и по этим моментам у строителя и с обороной это не очень хорошо вяжется, да. То есть он 2 раза проходил Опять потеря. 50-й номер по флангу Водника, и все-таки вторая подача увенчалась успехом. Ну, Водник хорош на в этом стартовом отрезке. 2 быстрых мяча. Да, уверенно. Взяли лидерство. Причем оба мяча с игры, да, если вспоминать там матч с «Динамо», там, где в ворота строителя пролетели голы после стандартов. Там можно еще было попенять на неудачу, на то, что на мастерство для реализации стандартов. То сейчас-то это все игровые моменты и довольно... Но Водник, я думаю, все-таки решил в этом матче доказать не только болельщикам, но и себе, что они чего-то стоят. Ведь в той игре они уступили «Динамо» со счетом 1-6, ведя в счете 1-0. Ну, 1-0, конечно, это не то преимущество, которое, скажем так, обидно, да, терять. Да, вот. 3-0 это уже другой Да, но все же счет. команда не забивала в том матче, так скажем. 1 мяч. Да, нападающие на главном айпайке были. Сегодня вот вроде как все хорошо. Но, опять же, проблема у строителя с обороной, мы говорили. По-прежнему не играет Сергей Филатов, защитник. Скорее всего, мы увидим его только в последнем матче Домашнем, уходящего сезона. Да. Против СКА «Нефтяника». Такая вот проверка боем была для Сергея после восстановления. Но это и то не факт, да, что мы его увидим в матче против Хабаровска. Вот. Я думаю, что нет хорошей жизни сегодня. Владимир Власюк играет в обороне. Ну и Александра Ваюшина тренера берегут, и понятно почему. Ну, Александр уже был на льду сегодня, просто не так ярко пока вписывался. Сложно было его выделить среди других игроков строителя. Тем более Александр атакующий хоккеист, а мы видим, что атака сегодня не идет у строителя. Ну вот мы смотрим как раз вот Владимир Власюк, да, обороняется.
Подтверждение есть тому, что у нас сегодня Владимир на предпоследнем редуте игры команды. Да, Водник уверенно контролирует мяч. Разгоняет очередную атаку свою. Центром. Ну, 1 от 3 ушел, там придержали, побежал дальше на фланг. Еще нарушение правил можно было давать. Очередной раз, но игрок. Удалось же мяч сохранить, довести до лицевой. Там была бы чуть поточнее передача, был бы опасный момент. Так. Максим Медведь. А, нет. Да, Максим Медведь. 70-й номер там. Выгрыз мяч. Выгрыз. Ну, пора бы, конечно, Максиму Медведю из спячки выходить. Вот. Капитан команды здесь ошибся. Не прошла, точнее, передача. И мы смотрим вот опять индивидуально игрок Водника проходит. Роман Козулин в очередной раз пытается взломать нашу оборону. Он, наверное, пытается войти в топ-10 самых красивых голов сезона, обыграв всю команду и выйти на свидание с вратарем. Роман Козулин забивал нашей команде не однажды в составе Зоркова еще, я помню, в сезоне 2009-2010 на нашем поле. Но здесь мы видим сейчас тайм-аут, наверное. Да, тайм-аут берет хоккейный клуб «Строитель». На самом деле довольно верное решение. Да. 0-2, 14 минут, игры вообще никакой, будем откровенно говорить, нет. Нужно встряхнуть игру, действительно. Да, может быть, волнение, мандраж какой-то у ребят. Давно просто не было домашних игр, уже месяц практически «Строитель» не появляется на льду перед своими трибунами. Вот, поэтому нужно что-то менять. Ну и тренер. Довольно красивые кадры, да, довольно такой план с крыши берется. Интересно для любителей фото и видеоэстетики. Мы слышим барабаны, раздающиеся с трибун. Да, мне кажется, это архангелогородцы все-таки. Воодушевленная игрой своей команды. Не Киров, где там и трубы вовсю гремят, но да. Барабаны тоже хороши. Ну, после Кирова Архангельский десант, наверное, второй по численности, который приехал в Сыктывкар. У кировчан там понятно было, там хороший такой, несколько десятков болельщиков на автобусе приехали. Ну, Архангельск чуть-чуть подальше. Но... Кстати, кировская команда единственная, кого Водник обыграл на выезде в этом году. Ну вот не хотелось бы, конечно, становиться в один ряд с кировчанами сегодня. Ну, все шансы есть. Но пока, пока все идет к этому, я с вами согласен. И вот сейчас «Строитель» активизировался вроде как. В атаку пошли сыктывкарцы, и снова потеря. Да, Водник просто играет на классе, можно сказать. Ну, у Водника все получается, мы видим. Снова лицевой и угловой, да? Угловой зарабатывает Водник. Да. Нет, все-таки не угловой, да, там зафиксировал арбитр нарушение правил и свободный удар, то есть практически возле лицевой. Да, Юрий Погребинов отдает передачу. Там острый угол. Там острый угол был такой, чтобы наносить удар. И, тем не менее, попасть в створ, это тоже дорогого стоило. Прекрасная передача легендарного игрока архангельской команды. Не слышал легенд о нем, Александр. Ну, вы знаете, какие легенды слагают архангельские болельщики. Смотрим сейчас мимо ворот. Мяч пролетает после розыгрыша углового. Да, мало видно, но... Вот, Александр, а вы как думали, когда смотрели за трансляциями Сыктывкара, что мы тут на плазменном 3D-экране смотрим хоккей? Нет, у нас небольшой экранчик, довольны тем, что есть. Довольны. Вот. Все прекрасно. Вот как раз вот Александр Ваешин с мячом, о котором вы говорили, что он уходит. Это единственный, кстати, игрок... От 3 человек, да, ушел. Так, прекрасный пас и, на удар. Денис... Не совсем удался. Денис
Садаков Да. пробивал и заблокировали удар. Все так хочется назвать Дениса Садакова. Садаков, да, уже настолько Как-то уже привыкли. да. Вот я не сказал, что Александр Ваюшин единственный из игроков нашей команды, кто играл за Водник. Ну да, кстати, точно. Причем он играл за дубль Водника, насколько я помню, против нашей команды в свое время. Да, было дело. Я даже скажу так, что если у Александра посмотреть на личной странице в сети социальной, то можно найти фотографии с тех времен. И даже с того матча. Вот я, когда Александр переходил в хоккейный клуб «Строитель», изучил внимательно его страничку ВКонтакте. Ну, можно ли сказать, что он пожалел о переходе? Как вы думаете? Я думаю, что вряд ли. Игрок основы, по сути, получает хорошую игровую практику. А вот и удаление. Беда с травмой, конечно, получилась, да, то, что мяч попал в глаз в домашней игре с Зорким, которую выиграли. Да. Вот, и на пару Такую месяцев... цену мы заплатили за нашу первую Цена победу. за победу, да, за первую победу в Суперлиге. Да, сейчас Строитель в меньшинстве у нас остается, как правильно Александр отметил. 10 минут. Только кого? А вот пусть это будет маленькой загадкой для всех. Ну, мне не кажется, что это Владимир Власюк. Почему-то. Дальняя передача. Судью-информатора я сейчас тоже пытался услышать. Безрезультативно у нас на самом деле получилось. Увы. Вот. С трибун-то как-то, наверное, попроще, да, смотреть, Саш, игру? Да. Видно хотя бы, кто с мячом, какой номер, уже по позициям. Так. Вот здесь Строитель атаковал. Была возможность вывести все-таки 1 на 1 кого-то из игроков, потому что много игроков подключалось к атаке. Но вместо этого вот Водник убегал на чужую половину и тоже потерял мяч. 21 минута у нас подходит к середине первый тайм. 0-2. Так, наверное, Максим Зубарев. Да, Максим Зубарев. Ну, наверное, не Нашел то, что мы передачи хотели видеть. Дениса Садакова. Вот, Александр, вот Да. это болезнь такая у нас с вами. Ну вот, все никак. Садаковщина. Или Садаковщина. К вопросу об ударениях. Капитан с мячом. Не удается сделать переподачу. Вот сейчас получилось. В ближний угол пытался перевести мяч. Опасно. Максим Шакиров еще и вовремя вышел из ворот. Почувствовал, да, то, что сейчас все-таки мяч может дойти до соперника. Да, Евгений Леухин. Понимает, что продолжения впереди нет. Подключает Никиту Свиридова. Понимает всю безысходность данной атаки. Артем Лихачев. Все сейчас потрогают мяч. Вот теперь Сергей Шибонкин. И фланг. Правый фланг. Фланга. Смещение в центр. И будет ли удар? И вратарь. Ах. Хорошо сыграл вратарь. Данил Дорохин. Вот чуть-чуть бы он отпустил этот мяч. И там коршуном наш игрок бы мяч этот подхватил. Доклевывал. Да. Ну или чуть-чуть в угол бы мяч отправить, да, чтобы прямо по центру снаряд же полетел после удара. Там чуть посложнее было. Ну и вновь вратарь. Вот одобрительным голом встречает очередной сейф вратаря Водника болельщики архангелогородцев. Да. Я думаю, вселяют уверенность своего стража. Все-таки свой игрок, Максим Шиляев, хоть и прекрасный вратарь, он все же кировский воспитанник. Да, Данил, он местный воспитанник Архангельской школы хоккея с мячом. Да, сейчас Архангельская школа не такая богатая на таланты, да, так скажем, потому что... например, даже вот, извините, перебил, наверное, да, то есть даже вот здесь на полуфинале 2003-2004 годов Водник, как мы помним,
уступил строчку Сыктывкарской с шор номер 1, да, и 4-м, в принципе, финишировал, насколько я помню, там Киров, Сыктывкар, потом Нижний Новгород, и только 4-е место было у Водника. Да, это ближайшая, можно сказать. Ближайшая смена, да, потерпела неудачу. Матч, между прочим, между самими командами выдался интересным. И там Водник спасся за 5 секунд до конца и дополнительные минуты. Вот, 2-2 завершился матч. Но по турнирной таблице уступили архангелогородцы сыктывкарцам. И вот сейчас финальный этап подходит к концу в Кирове. Водника там нету. Если мне память не изменяет, но в данном случае могу ошибиться, конечно. Там они могли получить wildcard, или как это правильно назвать. Как в теннисе, да? Да. Ну, wildcard, он и в теннисе, и в баскетболе существует такое понятие. Никита вот Свиридов сейчас с мячом. острый угол! Прекрасный гол! В дальний угол забивает Никита Свиридов. 1-2. 1-2. Могут наши ребята огрызаться. А Никита могет. Да. И все могут, а Никита могет. Смотрите, опять жонглировал и неотразимо. Там только во вратаря, если попадать. Вратаря сложно винить здесь. Сложно. До ворот считанные метры. Снаряд как из прощи. Там единственный шанс отбить только в то, что если он в тебя прилетит. Ну, пролетел. Точнёхонько ворота. 1-2. Интрига появляется. Вписался в игру нашей команды как влитой Никита Свиридов. Сразу добавил креатива, как сейчас модно говорить, да? Да, строителю, будем так откровенно. Сейчас, подождите, опасный момент уже у сыктывкарцев, но здесь защита прерывает прострел. Максим Немцев теряет мяч. Вот. Строителю бы еще 2-3 игроков, наверное, в каждую линию. По одному, в смысле, да? Вот сейчас крепкого защитника. Нижегородский старт разорвал контракт с Максимом Пахомовым. Как вы думаете, возможен ли переход в нашу команду? Нет, ну, понятное дело, что понятно, переход, если верим, возможен, конечно, да, да, то только с летом, потому что все равно сезон до заявок уже не идет. А почему бы и нет, да? Да. Гулять-то гулять. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что Максим скорее в каком-нибудь Зорком окажется, либо в Кирове. Ну, да, в Кирове вряд ли. У Кирова довольно пока нет ясности на следующий сезон. А вот в условном Зорком, где тоже есть нехватка нападающих, почему бы и нет? Я думаю, нападающий роль Максима Пахомова не затеряется, где-то минимум в 5-6 командах Суперлиги. Да. Скорее всего, он там где-то и окажется. Ну, Динамо Казань. Динамо Казань, почему бы нет? Тоже хороший вариант для Максима будет. Тем более, что там он играл несколько сезонов, прекрасно. Да, а вот здесь нарушение правил со стороны Водника и свободный удар, опасной близости до ворот. Сыктывкарцы получают такой неплохой шанс на то, чтобы сравнять даже счет. Сразу стеночка такая выстраивается. Максим Леухин с Максимом Зубаревым. Евгений Люхин. Евгений Люхин, да. Я Максима Немцева увидел. Угу. Ну, это не удар. Страшно. Максим Немцев мимо. И ребята бегут за сейчас мячом. Составы у нас уравнены. Данил Кузьмин, защитник Водника, удален в том эпизоде. И угловой Строитель будет подавать. Вот сегодня угловой, если не ошибаюсь, реализовала наша молодежка в матче с Мурманом. И надо вот взрослым игрокам поддержать вот этот почин. Почин, да. Главное не поддержать по счету. Прямо вратаря. Потому что довольно крупно сегодня Мурманск выиграл у Сыктывкарской с Шор. 9-2. Да. Так что... Завтра повторная игра. В 13:00. Да, приходите поболеть. Ну, за наших, я думаю. Ну, просто приходите. Просто приходите, да. В общем. Вход свободный, тем более. У нас вход свободный, да, на игры на молодежке и на игры основы. Я думаю, что и в следующем сезоне, дай бог, если продолжится такая практика. Вот, спокойно обходит нашего игрока. Максим Шакиров уверенно
Сомкнул нейтрализует щитки, угрозу. да, сомкнул щитки, не дал мячу проскользнуть в домик. Прекрасная игра нашего голкипера. И контратака сыктывкарского строителя. Вот Артем Лихачев. Артем Лихачев показал, с того плана, что там буквально считанные метры до ворот остается, но было довольно Все далеко. падение, одно за другим. Архангельск тоже теряет мяч. Сергей Шибонкин передает мяч. Вот Денис Садаков, удар. Да, Денис бьет, и вратарь на месте. Так, немножко оживилась скорость, да? Вот После последнюю тайм-аута, минуту. причем, да, не после тайм-аута Да, строитель, да. ну, игра изменилась, и строитель стал активнее, живее выглядеть на льду. Но вот такие ошибки, Ай-яй-яй, центр конечно провалился. же... и- Перекладина спасает наши ворота. Ну, Максим Шакиров даже погладил перекладину, сейчас можно было это заметить. Ну, как мы знаем, вратарь футбольного «Спартака» Артем Ребров перекладины штанги целует. Я не советовал бы Максиму повторять эту традицию на холодной погоде. Да. Известно, чем это чревато. Да. Ну, если кто-то не знает, говорится, опыт сын ошибок трудных, Да. можете проверить. Ай-яй-яй, Максим Немцев теряет мяч, выход на 1-1 получаем. Опять, да, и здесь уже 3-1-1-3, Увы. точнее. Номер 19 19, номер, да, капитан Дергаев. команды Евгений Дергаев. Да. Ну, Евгений Дергаев такие выходы 1 на 1 может реализовывать и левой Тем рукой более играя. игрок сборной. Чемпион мира, новоиспеченный. Да. Только-только испекли чемпиона. Между прочим, да, один из немногих таких классных воспитанников Архангельска. Ну, Последнего поколения, так сказать. не будем расстраиваться, я думаю, у нас Да, вот у нас есть возможность. Кто-то там из 70-х Кто-то там? номеров наших, по-моему, это Никита Свиридов оказался на правом фланге, если не ошибаюсь. да, всегда удивлялся, как футбольные комментаторы, да, там, узнают там, по прическе, да, Ну, по тут- цвету кожи смотрят. А здесь, нас нет ну, возможности да, судить, здесь да. нет максимум по позиции и по номеру. Тем более все... Хотя нет, по-моему, есть синие шлемы также, да? По-моему, синие и черные шлемы. Шлемы есть, да, разных цветов, но синий, черный, то есть не выделяются, да. Выход! И вот здесь... Ай-яй-яй! Не да, успел да. проткнуть. Михаил Может, Селедков Михаил Селедков. да, выбегал, и здесь удаление, наверное, уже в составе Да, в составе водника. Водника. Да, второй удаленный игрок, свободный удар, наверное, даже сейчас Сыктывкар бить. Отличная была возможность. Да, вот, конечно, ее И хотелось бы неплохая атака. еще увидеть. Но я так понимаю, что... Пенальти. Да, 12-метровый удар здесь назначают в этом эпизоде арбитры. Ну, зная, как мы реализовываем пенальти, не Ну, сказать, в прошлой что игре это 100% Денис момент. Садаков реализовал 12-метровый удар. Да. И И он же... здесь 2-3. 2-3. Мне кажется, это он бил, да? Да, Денис Садаков, Ну, правильно. 93 номер, я говорю, и здесь тоже он. Ну, прекрасно. Интрига возрождается. Ну, она не совсем умирала, конечно. Да, но игра радует пока что. Вот, первые 10 минут, конечно, не очень радовали, да? А сейчас уже так бодрячком смотрится. Да, по центру. Ну, самый не берущийся, на самом деле, точка Как для вратаря. Мария Шарапова, точно по центру. Я искренне надеюсь, что Денис не издавал такие же крики, как Маша во время этого удара. Да. Иначе бы, мне кажется, наша трансляция бы полетела бы к чертям из-за таких звуковых волн. Так, Владимир Власюк, наш, Новоиспеченный защитник, да. да, Максим Зубарев теряет мяч. Конечно, надо будет интересно там, Владимира после игры спросить, каково его на новой позиции. Мгм. Планирует ли он попробовать себя в будущем на воротах, например? Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, мы видим раз за разом. Ну, пока одно и есть то же. возможность. Да, отлично. Отлично. Владимир Власюк, да, вот вы смотрите, вернулся, отработал, накрыл, заблокировал, уничтожил просто, съел игрока Да, Архангельска. да. И вот-вот. Михаил Селедков. Селедков, да, прорыв по правому флангу, режет угол. Ну, Там, держит его. ну, всё-таки- нарушение Да, правил, судья да, свистит. и
Еще одно удаление в составе Водника. Понятно, что там первый игрок, который был удален, уже вышел на лед после реализации 12-метрового удара, но сейчас второе удаление получается, и минус 2 игрока у Архангела Городцева будет на ближайшие, ну, наверное, уже не 10 минут, 7, а может даже и меньше. Да, надеемся, что скоро кто-нибудь выйдет из игроков. Да. Ближайшую Можно прямо минуту, вот после этого наверное. стандарта. Максим Немцев бьет мимо. И Водник от ворот. Да, Иван Козлов удален на 10 минут. Спасибо нашим операторам, режиссеру трансляции, которые помогают в таких эпизодах. Так. Ну, здесь еще одна задержка, конечно, она тоже тянет на удаление, будем откровенны, но, видимо, тут уже... Вот не видно, кто из игроков был, но... Ну, видно, что уже решили уж там, как говорится, чтобы не совсем тесно было на скамейке штрафников Водника. Да. Тут уже был уже один случай, когда молодежка Ульяновская играла со Строителем 2 Буквально не по месяц по назад. 5 игроков там. Да, там 5 игроков было на скамейке штрафников у Волги 2. Там было, Не конечно... занимали скамейку случайно нашей команды уже? Нет, они просто стояли рядом. Знаешь. То есть Может быть, двойное наказание, можно сказать. Удален, да еще и стоя. Там довольно было весело. Так что Водник пока берегут, мне кажется, да. Ну, эпизод вполне тянул на удаление. Так, прекрасно. Это перехват. Сергей Шибонкин, капитан Шибонкин, нашей да, ну, команды, был с мячом. остановили его прямо перед вратарем уже буквально. Вот сейчас самим бы не удаляться, да? Самим бы не удаляться, и вот Постараться внимательнее выжать надо быть. максимум. Вот очень такие опасные фланговые атаки, контратаки у Водника, и раз за разом мы их упускаем. Ну, не так, как в начале, по-моему. В начале совсем... Но все равно, Ай-яй-яй, ну вот видите. сказал я. Да, не Конечно. так. Вот, все не так, Александр. Ну, Прекрасно. здесь все отрабатывает очередной раз. Кто бы вы Владимир думали? Костюк. MVP сегодняшней встречи. Фабио Каннаваро наш. Михаил Селенков. Ай-яй-яй. Ближний угол не полетел мяч. Жаль. И угловой Строитель будет подавать. Прямо вот, да. Предлагаю Владимиру сегодня отличиться еще и с углового. Интересно, тренер разрешает ему подключаться к угловым? Или, может быть, атакующих навыков не хватает. Наверное. Да. Удар где? Мимо ворот. Мимо, да. Ну ничего, пока голов нет эти минуты, но игра не скучная. так Да, скажем. острые моменты возникают, и что, понятное дело, что у ворот Строителей как-то выглядят поопаснее, вот последние, да, но и у ворот Водника регулярно появляются, и Да, но Водник вынужден фалить. все-таки моменты Водник создает благодаря нашим ошибкам в первую очередь. Нашим с вами. Нашим с вами. Вот. Знаете, Александр, если мы еще раз не поставим так ударение, то будет еще момент. Да. Евгений Дергаев. Так, ну все, мы сказали правильно, и момента нету. Да. Смотрите, шикарно. Мотивация комментаторам правильно ставить ударение Евгений в Леухин. фамилиях игроков. На удар. Ну, тут до ворот-то далеко, и все равно Да, угловой угловой. дается. И... Очередная возможность. Да, угловой, Теперь это- сравнять уже счет. угловой хороший шанс. Это скажет Сипсидмаш, к примеру, да? Вы поэт. Не только музыкант, но и мой друг, художник и поэт практически. Подача у нас углового. Да, Александр Ваюшин. Удар! Прямо Вратарь. вратаря приходится Да. мяч. Другое дело, что надо среагировать и сложиться, да, чтобы мяч не пролетел между ног, там, в домик не юркнул. Ну, отметим еще один удар в створ. Нормальная, хорошая подача. И ответ Водника. Ну, Так. здесь офсайд. Остановка. Да, офсайд. Артем Лихачев, по-моему, с мячом. Неточная передача. Для Артема это сезон Суперлиги дебютный. Да, и он отличался. Важный мяч забил в матче с Казанью. Ну да, несколько мячей на его счету. Поэтому... По-моему, как раз в дом вратарю и забил.
Да, да. Виктор Яшин, по-моему, да? Да, Виктор, да. имя его. Да, Виктор Яшин, он. Сравнял счет Артем Лихачев в том матче. Ну и в стартовых играх отличался, по-моему, Септельмашу либо Трубнику забивал. Да, кому-то из Вот. них. Ну, скажем так, довольно уверенный сезон в исполнении Артема. Да. Таких, Одного из самых молодых наших игроков. ну, и главное, местного воспитанника, да. Таких ярких ошибок, провалов нету. Качественный, добротный игрок. Я думаю, сезон Суперлиги — это просто шаг вперед для него. А мы смотрим еще один угловой. Сыктывкарцы обложили стандартами штрафную площадку Водника. Немножко скачущая Подскочил, подача, но тем не менее дошло дело до удара, пусть и такого не очень, скажем, сильного и точного, но Снег потихонечку не идет. позволили сделать контратаку, по крайней мере, да? Да. То есть лучше было бросить, нанести удар вот такой, чем привести Да, Максим контратаку. Выход, Александр Ваюшин в домик! Ай-яй-яй. Вратарь на Просто месте. Упустили великолепную возможность. Да, хорошо, вы сократил угол-то, Дорохин. Да. Еще угловой. 99% момент был, можно сказать. Еще и 9 десятых. Да. Здесь не совсем хороший удар еще. Еще Здесь разок. на добивании мимо, да. Никита Сверидов. Один мяч уже забил сегодня. Игрок Строителя. И хотел наверняка оформить дубль еще в первом тайме. Будет. Я помню, мяч. Никита в матче с Родиной. Ай, неточная передача какая. Смотрим досмотрим до конца этот момент. И Да. 2-4 становится счет. Не забиваешь ты, да, это извечная такая истина, уже заезженная, которая, наверное, Да, по-моему, в каждом капитан эфире. отличился. вот. Плохо. То есть были все шансы здесь сравнять счет. И, Дважды упустили возможность. ну, реализация такая штука переменчивая. Да, Евгений Дергаев. И в противоход вратарю пробил. Довольно... Тогда и сам удар был на такой высоте, которая Неудобный совершенно. неудобна для парирования. Там, может быть, даже не то, что противоход, даже если бы... Ну, только если скажем, бы клюшку дать вратарю, тогда... Да. То есть прямо рядом, прямо под рукой, на неудобной опять на ровном дистанции. месте теряем. Так Да, что винить Максима Шакира в этом мяче довольно сложно. Тем более, что он уже выручал нашу команду сегодня. Ну, понятно, что нет мячей, которые не берутся, да, но все-таки... Евгений Люхин. Так, выход. 3 в 3. И Ну вот как здесь же так? Гол! 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 Артем Лихачев. 3-4! Давайте. Гол! Голасо. Вот стоило про Артема Лихачева поговорить, что он забивает мячи, все. Артем забивает. Отлично. 3-4. Продолжается погоня за архангелогородцами. Конечно, мяч должен оказываться был в воротах мгновениями раньше. Раньше, безусловно. Ну, хорошо, что он попал к Артему в конечном счете. Да, попал бы он к нам, мы бы не забили. Это 100%. Я бы вряд ли попал вообще по мячу. Да. Ну, мне кажется, я тоже, поверьте. Да, сперва Максим Зубарев Да, и вот бросал. Артем Лихачев на добивании Артем играет. показал, как надо. Ну, отметим опять же вратаря, Водника и оборону, которые костьми ложились, чтобы преградить путь мячу. Один раз это случилось в этом эпизоде. Но на добивании Артем Лихачев был расторопней. Да, и очередная возможность. Нет офсайда, гол! Вот оно! Вынимай. 4-4. Да, строитель не так прост. Не так прост, как Родина. 4-4, Да. да. В полном составе Водник в этом эпизоде. Прекрасный пас. Да, на и открытии. Михаил Цветков откликнулся на передачу. Ну там и предпоследний пас был шикарный. Там
от свободного игрока. Да, я Ну думаю, и что Водник просто не отошел дальше от же третьего мяча. дальше же было дело техники на пустые ворота. Дать на Михаила Селедкова. В свободный угол отправляет снаряд. Да. 4-4, яркая результативная игра. В общем, то, что ждали болельщики, наверное, пока что сейчас ожидания оправдывают. Да, А ведь и не нарушение скажешь, правил. да, по первым 10 минутам, что 4-4 будет. Да, еле входили команды в игру. Сыктывкарцам больше Совсем всё-таки, да? неспешно, да, особенно наша команда. Ну, сейчас удаление еще одного водника. То есть недолго водник был в полном составе и Недолго музыка играла. недолго кто-то танцевал, да? Да. Вот. А в перерыве вас ждет музыкальная пауза с композициями «Владимирский Централ» Да. на фортепиано. Строитель продолжает атаковать. Александр Ваюшин зарабатывает Еще угловой. Ну, вот шанс, наверное, в принципе, вот сейчас успеть за эти 1,5 минуты, да хотя бы с этого углового, да, затолкнуть один мяч, и чтобы водник вообще просто уходил обескураженный, скажем так. Юрий Радюшин удален. Так, указание. Гол! Нет, Да, мимо. Александр, вы хотите... Евгений Леухин пробивал. Да, Я слишком... просто вижу мяч в воротах, и показалось, что он влетел. Или это не мяч, как вы думаете? Ну, вряд ли это GoPro камера. Вот, но слишком желаемое за действительное хотели Роман выдать. Козулин выдает. Так, ну это похоже, кстати, на нарушение. 12-метровый, да. Дает арбитр, 12-метровый Я думаю, удар. здесь прав. К сожалению. Максим Шакиров, правда, с этим не очень согласен. Хочется, конечно, говорить, что нас засудили, но вот нет. Ну и такого момент, на самом деле, уже завершился к тому случаю, да, то есть, когда падение игрока было, ну, ничего опасного не мог сделать. И мяч мог уже упустить, и выцарапывал его за лицевой. Да. Ненужный фол, на Зря. самом деле. Перестраховался игрок и получил. Ну, перестраховался в плане агрессии, да. Получилось. Ну, под перекладину. Здесь такие, просто, как говорится, да. не берутся. Что такое? В притирку просто, да. По-моему, даже вот перекладин. Ну, красиво, да. То есть Максим даже не смог среагировать. А мы знаем, как Максим может реагировать, какие он мячи вытаскивал. И пенальти он брал от Кузбасса, от штатного пенальтиста. Я смотрю на повтор. Ну да, не от перекладины, но прямо вот в притирочку. Он же брал пенальти от Вадима Стасенко, который забивает пенальти, дай бог, каждому. Ну да вот сейчас еще второй хотели бы дать, да, наверное. Не дали, я думаю. Такая была заявочка на второй 12-метровый подряд в исполнении водника. Мне кажется, еще чуть-чуть подрасслабились сыктывкарцы вот в этот момент. Уже свистеть бы надо, наверное, на перерыв. Основное время уже первого тайма закончилось. И с хитриком Евгения Дергаева завершался тайм. Так! Да. Можно было там как-то изловчиться. Мяч непонятно где. Ну, у строителя он остается. Ну, будет добавлено время, потому что оно уже, в Потому что принципе, оно идет, да. А во-вторых, потому что был тайм-аут в начале встречи. Да, 1,5 минуты же должны были добавить. И Да, все. и всё. Ну, завершился у нас первый тайм. 4-5. Водник с минимальным преимуществом впереди. Я думаю, что сейчас мы 20 минут отдохнем, подышим воздухом и вернемся к нашим экранам. Да, до встречи. Сейчас, блядь, нахуй, теории, хотя бы,
руках плохо забили, сколько пули валяются, там, заради. Бьют по рукам, и нахуй, и все пули, я сейчас. Ну, блядь, пиздец. Сейчас забили, блядь. Семь раз отмерь, один отрежь. А измерительные инструменты Bosch сделают все с первого раза. Нивелиры, дальномеры и цифровые уровни от Bosch с хорошими скидками в торговых центрах «Инструмент» на Сысоцком. В торговых центрах «Инструмент». Сроки и подробности на Сысоцком шоссе 29/10 и Первомайской 25.
тепло в квартире. И у нас тепло в квартире. Потому что вы купили нагреватели у нас. Сотня моделей, хорошие цены. Уже в торговых центрах «Инструмент» на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. Не пропустите горячие скидки на 20-ку лучших профессиональных электроинструментов Bosch в торговых центрах «Инструмент». Эх, Bosch! Какой хороший инструмент! На Сысольском шоссе 29/10 и Куратова 4.
Итак, мы возобновляем нашу трансляцию из Сыктывкара, где после первого тайма строитель со счетом 4-5 уступает Архангельскому Воднику. Оказываем сопротивление гостям. Не сдались при счете 1-3. Я думаю, что и сейчас начнем с атак, очередной тайм. Не сдались при 1-3, не сдадимся и сейчас. Да. Тем более. Да, игра возобновляется. Сегодня небольшой такой экскурс от хоккея с мячом сейчас сделаем. После, наверное, вот этой атаки, удар поворотом строителя, здесь офсайд. Вот, сегодня у нас уже есть одна приятная новость в спорте для Республики Коми. Наша спортсменка, лыжница Юлия Белорукова, воспитанница Сосногорской школы. А вот сейчас... Выход 1-1. И куда-то улетела камера. Да, ну, в общем, мяча нету, да, в воротах. Так вот, Юлия Белорукова, лыжница, член сборной России, в составе эстафетного квартета нашей национальной команды, или, как сказано, олимпийских атлетов из России, завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Медаль для нее стала второй. Ну, я думаю, что выражу общее мнение всех слушателей трансляции, то, что Юля большой молодец, и рада за нее, и поздравляем ее со второй бронзовой медалью на этой Олимпиаде, и желаем, наверное, даже и третьей медали. У нее еще командный спринт впереди 21 числа. Так что, Юлия, ты молодец, так держать. Третье место на Олимпиаде, и это здорово. Я думаю, строитель бы не отказался от третьего места в Суперлиге. Да. Вот, но все впереди. Второе лишь однажды второе удалось занять. Ну, я думаю, что если чемпионат сократить до 3 команд, то мы обязательно будем третьи, я вам гарантирую. В тройке. Не надо говорить третье, может там что случится. Может, это будет Динамо Казань, Родина и Строитель. Тогда всякое бывает. Да. Вот, ну, это так, это маленькие шуточки, петросянчики. Вот. По игре у нас хоккейный клуб Строитель бежит вперед. Угловой. И зарабатывает, да, еще один угловой. Спорят хоккеисты Водника с арбитром. А с арбитром спорить не надо, знаете. Кто спорит, как говорится, Тот должен вынимать мяч из ворот. Мне кажется, вот правильно, вот такая фраза в конце поговорки. Очередная подача углового. Игроки Водника. Ну и мяч сейчас у Строителя остается. Максим Немцев. Да? Максима такой запоминающийся номер. 44-й. Трудно его перепутать. Даже сейчас вот смотрю, да, ни у кого нету в пятом десятке номера, кроме Максима. То есть увидишь четверку, значит, это Максим. Да, 77-й номер Сергея Шибенкина, тоже такой запоминающийся. Раньше, по-моему, принадлежал у нас Евгению Перевозчикову в свое время. Который у нас здесь уже Он и в Казани поиграл. Под 77. Да, в Казани по 77. Так. Здесь опасно сейчас может быть. Это Ваюшин, да, по-моему? Нет. И фола нет. Самое главное, что фола нет. Антону Пелендер был 71 номер. Вот. Ну, атака Водника завершилась только аутом. Да. Мячи Смотреть, закончились, да. Напоминаю, подвезли. что трансляция у нас идет на YouTube-канале информационного агентства БНК, да, за что огромное спасибо нашим коллегам из средств массовой информации. Вот. Ну и между тем, несколько дней остается до старта автоэкспедиции от Балтики до Арктики, организованной БНК и Российской газетой. 19 февраля с территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга стартует экспедиция и пройдет по 6 регионам, в том числе и по Архангельской области. Так что, уважаемые архангелогородцы, скоро к вам приедут автолюбители из Республики Коми в гости. Также участники посетят города Котлас и Сольвычегодск, а затем отправятся по городам Коми и дальше до Пустоозерска в Донецком автономном округе. Евгений Дергаев, что-то невероятное выдумал.
обыграв по ходу, наверное, 4 игроков. И создав опасный момент. да, создал угловой. прострел. Головой в итоге. Вот, ну, мы немножко так отвлеклись, да, рассказываем про экспедицию. Вот. Ну, я, по крайней мере. Теперь надо нашей команде экспедицию свою пустить. От своих ворот до Да, ворот от своих соперника. ворот. Значит, у нас завершился успех. Здесь заблокировали удар после стандарта. И борьба такая здесь за мяч Да, была. И Антон Сыктывкар совершил Лендер. А нет, это победителями. Никита Свиридов. 91 номер. И потеря. Архангельский клуб с мячом. Ну, игра вот такая в втором тайме пока неспешная, да, то есть команды продолжают Так, хорошо. присматриваться. Нарушение правил. Здесь должно быть удаление, да, и Евгений Левитин заработал. красавчик. Да, сперва подобрав. Да, у Водника сегодня минут штрафа так нормально набирается. Думаю, уже удаление 5 либо 6 у команды гостей сегодня. Ну, лидерами надо быть везде. Команда Архангельская старается и здесь не уступать. Иван Козлов, второе удаление для него. Вот. Еще одно, и будет удаление до конца встречи. Верховую передачу не сумел обработать Михаил Селедков. Архангельск начинает атаку. Команда не может выбраться с своего поля. Ну, прессинг Сыктывкар врубает нормально. Михаил Селедков прессингует. Вот, ну и завершаю, скажем, тему про экспедицию. Последний раз скажем. Всю информацию о ней, всю информацию об отчет о сегодняшней игре, а также видео с пресс-конференции, комментарии главных тренеров в группе и на сайте бизнес-новости Комин, БНКом. Можно будет смотреть. Так что не пропустите. Сергей Шибонкин, капитан нашей команды. Пока наши... Решили не бежать, сломя голову, да, поискать лучший вариант. И вот проход еще... Да. Никита Свиридов. Почему-то падение здесь не вызывает вопросов ни у кого, да? Нет. Вызывает. Вызывает. Прекрасно. Прекрасно, что вызывает. Прекрасно, что еще одно удаление у Водника. Судья неравнодушен, так скажем, к действиям наших игроков. Не, ну здесь он к действиям больше игроков Водника неравнодушен, да? Да. Он их оценил по достоинству. Да, оценил на синюю карточку. Никита Свиридов пробивает и зарабатывает угловой. Но сегодня у строителей такой экспериментальный день. Сыктывкарский клуб столько стандартов подал, сколько даже, наверное, в матче с Родиной не было. Ну, вопрос только проку в том, что... пока от них никакого. Да, вот пока что дважды из них. Два опасных, пожалуй, было удары, когда мяч пришелся во вратаря. А больше вспоминать особо и нечего. Ну и этот удар пользу нам не принес. Так, пока команда гостей снова теряет мяч. Никита Свиридов. По левому флангу врывается. Пас. Прострел. И мяч уходит от сыктывкарцев. Да. Какие-то вопросы к судье, похоже, есть у гостей. Ну, спрашивают, может быть, как дела, Да. как настроение. Кофейку, может быть. Ну вот и... Здесь на чужой половине поля Казалось сразу бы, безадресный вратарь, пас, да, но нашел. Ввел в игру на Дергаева. Ну, один игрок хоть побороться может, но мяч не удалось сохранить. Никита Свиридов в очередной раз повел вроде бы наших вперед, но передача оказалась неточной. И вот
Евгений Дергаев вынужден снова Ну, сейчас вот, накручивать. прессинговать нужно, наверное, на чужой половине соперника. Да, но Что никакого строители давления так не и оказывают. делают, да, смотрите, вот в районе центрального круга сейчас последние защитники у строителя. Это чревато, конечно, вот такими вот забросами. Ай-яй-яй, никого нет. И Ну и пас повезло. не пошел, да, пас не в ту пас не точку. удался. По сути, один Максим Немцев оставался. Ну, довольно открытая, повторюсь, была тактика у Сыктывкара сейчас. Считай, всю половину поля за спинами оставили. Вот такие забросы как раз самое действенное оружие против открывающихся соперников. Волей-неволей начинаешь спрашивать, где Власюк. Ну, Власюк, понимаете, не было острого момента, значит, Власюка и не было и там. Да. Я уверен, если бы там бы 3 хоккеиста Архангельска бежали через все поле, то где-то ниоткуда не возьмись, появился бы Власюк и преградил путь мячу. Власюк у нас сегодня фигура. Там, здесь, всюду успевает. Мяч. Здесь смотрим, там повреждение получил Гостей. хоккеист строителя, да, вот покидает поле через лицевую линию, уходит. Сейчас Да. объезжать придется ему все поле, видимо, или все-таки, да, видите, жестикулирует, да, типа, показывает, да, выходи свое на лед. недовольство. Не, он жестами показывает, выходи на лед, типа, я заменился. Ну, видите, неравнодушны наши игроки все-таки. Сегодня надеются, значит, надеются на положительный исход. Надеемся и мы, и болельщики. Мне кажется, даже люди, которые у экранов сейчас своих мониторов, телевизоров, тоже надеются на победу своей команды, правда, каждый болеет за разным. Потому что уверен, что архангелогородцы нашу трансляцию тоже смотрят сейчас, Да. поддерживают Водник. Ну и все-таки, кажется, вряд ли они довольны увидели. Ну, то, что 4-5 с кучей моментов у их ворот, это не совсем то, что мы хотели видеть болельщики Водника. Да, но все-таки Вот сейчас еще момент, удар, вратарь забирает мяч в прыжке. На удобной такой высоте. Чтобы не Летел. говорили, конечно, тренеры разных команд, но все-таки наша команда, к сожалению, пока расценивается как аутсайдер турнира, да, и никому не позволено терять с нами очки. Только Родине. Да. Водник сейчас будет вводить мяч в игру. Аут на чужой половине. Пас назад. Хоккеисты Водника контролируют снаряд. Заброс идет дальний на чужую половину обратно. И не точно. Максим Шакиров вводит сейчас его снова в действие. Сыктывкарцы переходит в центральную линию. Там снова Никита Свиридов. Пас на Ваюшина. Да, Ваюшина. Ваюшин до лицевой. Нужно было бы расставаться с мячом пораньше, наверное. Но все-таки угловой, да? Не Или видел, свободный. я просто не видел, в какую сторону. Да, вот Свободный сколько удар. не Свободный совсем удар. понятно. Вот, и Навес. здесь четко играет 5-й номер архангельского Водника. Это Алексей Гладышев. Борьбу за мяч выиграл. И строитель уже в центре поля. Переходит вновь в наступление по левому Максим флангу. Медведь, по-моему, да? Да, 70-й, номер. Максим Медведь. Немного отдохнув. Снова бой. Ну, у Максима не так много игровой практики в этом сезоне. Точнее, даже, скажем, не так много времени он проводит на льду, как хотел бы, наверное. Практика-то есть в каждом матче, в том числе и за высшую лигу иногда Максим играет. Поэтому ему нужно доказывать, оправдывать доверие тренеров. Сегодня Максим Медведь хоть запасным вышел, но Да. довольно много проводит на площадке. Цепляют капитана гостей, и будет ли удаление? Ну, пока вот
помощника арбитра не было поднятой руки. Гладышев будет пробивать. Передача назад. Дениса удалили. Давайте просто называть его Денис. Номер 93. Ну и вот атака Водника. Да, Артем Лихачев. Атака Водника как бы Вроде бы передача перехват, точная да. была, но Сергей Шибонкин не успевает. Немного не дорабатывает. И здесь уже опасно сейчас у ворот Максима Шакирова, но неудачная передача. Евгений Леухин по правому флангу. Наверное, сейчас будет дальний диагональный. Пас на ближнего. По центру 4 строителя идут, уходят на фланг. Снова Свиридов это был. И назад на Медведя. Но Не пока спешат. проблем мы не создаем гостям во втором тайме. Ну и гости, блин, Украина тоже не обостряет ситуацию у ворот Максима Шакирова. Так, 15 минут мы уже, причем уже прошли, да, полчаса остается. Водник просто ждет ошибок хозяев, которых в первом тайме было Достаточно много. Да. Строитель контролирует сейчас мяч. Напомню, хоккеисты Сыктывкара в меньшинстве. В таком незначительном, на одного игрока. Максим Медведь теряет мяч. Ну, нет. Но здесь не нарушение теряет. правил было, да. Чуть-чуть придержали Максима. И строитель продолжает Невозможно было перепасовку. успеть за ним. Сыктывкарцы приходят на чужую половину. Будет сейчас удар и мимо ворот. 20. Это 12-й номер был. Где? Или 21-й. Прости, не понял. У Сыктывкара? Да, да. Нет, это Зиганшин Ренат. 12. Ты же показалось первый 21-й, нет, 12-й номер. 21-й Сергей Елфимов. Тоже у нас есть такой игрок. А, значит, Сергей Елфимов был, да, все верно. Который Тоже сейчас много сейчас обильно отличается за высшую дубль, лигу, да. да. Идет. И не такие мячи он забивает, да. Там, из стандартов, из проходов, из комбинаций. Да. Почему же его не берут, да? Ну, наверное, все-таки уровень высшей лиги это, скажем. Хотя И случалось уровень Суперлиги Хотя соперников, случалось в принципе, видеть его отличается. звездные часы, так скажем. Не, ну я имею в виду не про уровень Сергея, а про Да. то, что уровень соперников все-таки, да. Одно Да, дело, значительно выше, конечно. одно дело колотить мячи там, Волге-2, да, Крылатскому. Другое дело Воднику, да. Здесь офсайд. Да. Очень хорошо. Ну и тем более Сергей в дубле это игрок, на которого играют, да. То есть не тот, который создает именно. Ребята стараются через него играть, выводить его на завершающую стадию атаки. Такая тройка: Федосеев, Агафонов, Елфимов у нас по молодежке. И Но на своем Агафонов скорее поле, сейчас на своем всё-таки поле не они играет. хороши. Ну, последний матч, да, он не играл, конечно. На выезде был вместе со Основой. Здесь момент у ворот Да. строителя. Вратарь Максим выручает. Шакиров. Вратарь выручает. Вот убаюкивал Водник сыктывкарцев и создал такой стопроцентный момент. Ну и Водник попытает счастье. Вот. В этой, Потому что в этой рулетке также не угловой, забивали. да? Да. Русско-хоккейная рулетка. В игре будет 20 угловых, и один из них завершится мячом, да? Да, вот и гол. Ну вот, видимо, этот. 4-6. Вот так вот буднично и скромно Водник забивает. Реализует угловой, которых у него было в разы сильнее меньше, чем у Строителя. Ну вот сегодня у нас не летят угловые. 15 номер, да, забивает. Или 9 у Водника. Такая минута, да, такая молчание, что ли. Да, такой
маленький траур по поводу 6-го пропущенного мяча. Это называется ничего не предвещало. Ну, есть надо время, постараться, надо уже постараться. все-таки с 2-4 встречи сделал счет 4-4. нужно ведь понимать, что Водник-то так же, как и мы, выключен из турнирной борьбы. Поэтому я думаю, что мы можем 9-й мотивацию номер найти. Водника забил. 9-й. Да, Ну, Александр Тюкавин. Тюкавин. Небезызвестный игрок. Один из самых титулованных вообще игроков в истории российского хоккея с мячом. Цепляем игрока гостей. Александр Тюкавин как раз разыгрывает стандарт. Нет, сейчас попросят повторить. Арбитры. На бис. Главное, чтобы они на бис не повторяли этот угловой. Ни в коем случае. И архангелогородцы уже на своей половине поля владеют мячом. Предлагают сыктывкарцам поиграть, не знаю, в догонялки, что ли. Ванука отними. Не очень тут у Сыктывкара получается. И вот Да, сейчас очень уже жаль, в потому что- штрафной из Строителя идет борьба за мяч. Видно ведь, что Водник не включает скорости свои. Но, тем не менее, мы пропустили. Ну, это из серии «Одни не могут, другие не хотят». Да, вот. На скорости Антон убегает. Аппенлендер, по-моему. Там- Нет, Никита это Свиридов. Свиридов. Такой активный сегодня. Да. Антон, Никита, простите, активно играет. Регулярно оказывается в центре внимания наших операторов, камер и обороны Водника в том числе. Вот, подходит к перерыву, к середине второй тайм. Чуть не сказал перерыву, да? Ну, бывают перерывы, конечно, в сильно холодные дни. Ну, третьего тайма сегодня не планировалось, поэтому... Ну, по такой игре можно сказать, что третий тайм даже был бы неплохо. Возможно. Посмотреть бы. А может быть, побольше. все-таки взять тайм-аут нашему главному тренеру, как в первом тайме он сделал, да? Ну, Согласитесь? я не знаю, в первом тайме, первые 10 минут стартовые, третий смотрелся ужасно, откровенно. Не успевал за хоккеистами соперника. Антон Аппенлендер. То есть здесь-то игра есть. Есть игра, есть такие попытки подходов к воротам Водника. Да? Ну, не хватает последнего, может быть, паса и точного удара. И первого не всегда хватает. Не так первый. скажем. Но и Водник этим грешит. Мы, в принципе, это наблюдали. Довольно много потерь с обеих сторон. Да, Водник с мячом. Дмитрий Логинов. Здесь вдвоем встретили теряет соперника архангелогородцы мяч. Сыктывкарца. И обратно отдали его архангелогородцам. Жест доброты был. со Такое стороны ощущение, да, сейчас можем Строителя. отобрать мяч. Это близок локоток, да. Так и здесь мяч был близок, и только с нарушением правил. Наши, да, недозволенно пытались остановить игрока, отобрать с нарушением правил. Судья заметил это. Номер 19, все тот же капитан команды Евгений Дергаев. Ну и вот Сергей Шибонкин устремляется по правому флангу. Да, и теряет мяч. Теряет мяч. Наверное, в простой ситуации. То есть, Да, можно назвать это невынужденной ошибкой. да, там еще никто не подъехал близко, чтобы прессинговать. Видимо, сам себя перехитрил наш капитан. Ну, главное, что хитрый. Да. Так, Архангельск разыгрывает стандарт. Теряет в очередной раз мяч. И Сыктывкар устремляется, казалось бы, в атаку. Мяч. Мяч у Архангельска.
Да, ну и пытаются вести Свободный. атаку теперь левым таймом. Левым Левым таймом. флангом. Да. И Капитан с мячом. Карса уже с мячом в атаке. Сложно, Да. конечно, было назвать это атакой, но вот сейчас Такую простенькую стеночку разыграли, достаточно эффективно, но чуть-чуть потеряли мяч далеко укатился в данном эпизоде. И 20 минут осталось сыграть. Ну вот сегодня с 70-й минуты как раз Зоркий включился и четырежды забил. Ой, Динамо четырежды забила в ворота Зоркого мячи. Ну и отыгралась со счета 2-6. Думаю, что Строителю тоже надо попробовать четырежды забить и выиграть. И без разницы, 8-6, сколько забьет да. ответводник, по сути. Это будет красиво. В случае результативный хоккей — это то, что любят болельщики, ради чего они приходят на трибуну. Да, тем более, что наша команда обещала радовать красивой игрой, ну, стараться, по крайней мере. Поэтому надо во втором тайме также постараться. Ну, смотрите, вот здесь установочка была, Да, Никита Сваридов. да, для своего, и дальний удар. Здесь борьба за мяч, и он от ворот все-таки укатывается. Пока сухой наш второй тайм. 4-5. Первый тайм закончился в пользу гостей. В втором пока всего лишь 1-0. В пользу гостей. Да. Максим Немцев до конца поборолся. Теперь мы в атаке. И вот, нет. Показалось, да, что сейчас может выйти Карис на оперативный простор, но вместо этого Водник спокойно отобрал мяч. Неудачный заброс вперед. Внимательно Уже действовал защитник нашей команды, иначе мы пропустили Иначе выход бы в 1-1 бы Да, летел, выход конечно. 1-1. Снова Водник. Ну, я думаю, что Водник С будет не раз инициативой. еще искать такими передачами своих нападающих. Ну, Строитель должен идти вперед, открывать зоны. Там скоростные игроки Водника Так, должны выходить на Возможность. пространство. удар и головой. К сожалению, да, пока что угловые у нас не идут, Да, не поэтому летят как следует. Сергей Шибонкин сейчас будет подавать. Посмотрим. Хотя бы один-то нужно реализовывать с таким количеством угловых, хотя бы один это мало, конечно, но хоть что-то. Гол! Гол! Да, наконец-то. 5-6. 5-6. И Максим Немцев. Вот. Максим Немцев сокращает наше отставание до одного мяча. Ну вот не стоило, первый да, его опять стандарт про забит. угловые опять поговорить, да, Да? покритиковать. Я думаю, что и второй бы нам не помешал. Но будет еще возможность, мне кажется. Да, обязательно. По такой игре Но теперь будет и болельщикам попроще смотреть эту игру, потому что есть все-таки предчувствие положительного исхода. Уже хоть мы какое-то. сейчас смотрим как раз Максим в центре камеры и во вратарский. Да, вратарский угол совершенно был не защищен. Да, вот мы слышим, как судья, информатор Игорь Владимирович Зибарев поприветствовал, да. Растягивает удовольствие. автора растягивает нашего фамилию. забитого мяча. И Светокар продолжает атаковать. Потеря здесь. Вот теперь бы нам на кураже, так сказать. Ну, а есть ли этот кураж? Вот другой вопрос, да? Гол-то забили. Кураж ли это? Пойман ли он? Но ведь бывает в спорте зачастую так, что какой-нибудь случайный Случайно, дурачок, да, переворачивает ход встречи, и команда вроде бы не играющая до поры начинает разрывать соперника. Вот. И сегодня мы надеемся, что Строитель в последней 15-минутке сомнет Водник. Ну, как-то оптимистично звучало это. Да. Чересчур. Очень даже. Ну, Надежда есть, и есть возможности. И все ломятся к нам в комментаторскую кабину болельщики.
Со словами благодарности, наверное. Ну, если бы. У нас, наверное, из окна вид хороший. Ну да, сетка прекрасная. Видна. Мне всегда нравится, когда там комментаторы известных там матчей, ведущие там рассказывают про то, в каких они там находятся ложах, да, там. Ага. Здесь оттуда все хорошо видно. Если бы. Вот их сюда, к нам. Мы посмотрели там, как они работают. Ну вот мы, допустим, комментируем матч Строителя, а есть же люди, которые комментируют матчи Знамени Удмуртия, хотя команда выступает в высшей лиге, и там я не знаю, в каких условиях они находятся. Ты уверен, что там есть комментарии и трансляции? Насколько я помню, есть. Я вот, честно, ни одной не видел, но это не потому, что их нет, а потому что я, наверное, не искал. Да, трансляции, да. Нет, трансляции есть у многих клубов, у всех клубов Суперлиги, понятно, у клубов Вышки, может быть, есть. Вот. Другое дело в том, что где-то просто камера, где-то просто одна, да? где-то веб-камера вообще на весь стадион. Так что тут сравнивать не стоит, наверное. Но мы и мечтать не могли, конечно, о трансляциях с города Сыктывкара в предыдущие годы. И вот слава богу, что наконец-то... Александр, готовьтесь еще. 2021 год на носу с чемпионата мира. Да, верим, надеемся. Ну, в какие сроки это будет все построено, когда начнется? Специально попрошу, чтобы матчи сборной Казахстана были для вас. Спасибо, спасибо. Моя любимая команда. Очень прекрасные. После сборной Монголии. Произносимые фамилии, да. Да, сборная Казахстана и Монголии, то, что нужно. Хоть и разные группы будут. Ну, пока сейчас атака Сыктывкарского Строителя. Да, и свободный удар произведут хозяин. Даже не свободный, ой, угловой, наконец-то. Наш Наконец-то. Любимый, наш любимый угловой. А сейчас мы посмотрим, да. Помогите Строителю забить с углового еще один. Отправьте смс со словом «забьют» на номер мой, наверное, надо написать. Ну же! Пока не забил. Ай-яй-яй. И вот мяч так пролетел, Михаил Светков убежал уже с этого места. Мяч прошелся там только что, где он был. Довольно опасно. Да, уже хоть что-то. Здесь мы видим, Водник просто, можно сказать, отдал мяч Строителю. Водник сегодня благородный. Ну, ему далеко до благородства, с которым Строитель играет в этом сезоне, я бы сказал. Там, особенно, когда там Строитель проиграл по 5-4 Трубнику, Байкалу, Ульяновской Волге. Или расщедрились с Кузбассом. Или просто уступили Кузбассу, ведя 5-1, понимая, что Кузбассу нужнее. Ну да. То есть, Кузбасс же за медали будет бороться, ему нужно за место в плей-офф повыше залезть. Да. Нам-то это зачем? Пускай они выберут кого-нибудь наконец. Да. Да. Это все от доброты сыктывкарской. Еще один свободный удар, Строитель. Заброс. Он такой опасный, на самом деле, получился. Прыгал защитник. Да. Мне кажется, он... Практически шлемом сыграл. Да. По-футбольному. Сыграл головой. И продолжается борьба за мяч. Отлетает он к сыктывкарцам. К сыктывкарцам, что, к сожалению. К сожалению, там была возможность все-таки вести атаку правым флангом. Но вот мяч отскочил. Строитель снова разгоняется. Снова Шибонкин, пас на Зубарева. И здесь уже борьба в центре поля. Да. Не борьба даже, наверное, просто мяч прикатился к хоккеистам Строителя, Евгений Люкинсон. Да, может быть, ему все-таки стоит проходом завершить вот эту атаку. Ну, сейчас вот проходу даже Водник помешал. Там 2-3 человека обозначали прессинг. Потому что, насколько помню, в составе еще Кировской Родины Евгений Люхин отметился одним голом, пройдя от своих ворот всю команду соперников. Вот не помню, к сожалению,
с кем была та игра, но вот факт есть, что Евгений Ну, Люхин сейчас Евгений имеет Люхин абсолютно обороняется вместе со всеми, вместе со своими партнерами. Водник завладел мячом, дошел до штрафной и пошел на второй круг. штрафной. Да, знаешь, как биатлонист, допустивший промах, да, пошел на штрафной круг. А вот здесь Да, нет тут офсайда офсайда, и выход 2 в 1, и гол. К сожалению. Да, 5-7. 5-7. Водник игроки принимают поздравления. Да, ну, хотелось бы, конечно, посмотреть еще раз. Наверное, сам пас предпоследний, да, когда выводили игрока 1 на 1 с вратарем, 2 даже на 1. Да, дали очень водники. высоко выдвинулась линия защиты нашей команды. Ну и буквально полполя игроки Водника в одиночестве. Да, ну и Дмитрий Логинов поставил точку в этой атаке, расстреляв буквально пустой угол Максима Шакирова. Ну, здесь опять же вратарь мог только прыгнуть и надеяться на чудо. Что, собственно говоря, и было. Но чудо не произошло, и вот мы смотрим. Ну, здесь не видно, конечно, Да, к сожалению, Иванышев. был ли офсайд. И здесь Максим Немцев не удалось ему помешать передаче. Там еще и был риск, то, что Максим в свои ворота сам может срезать снаряд. По-моему, как случалось в этом году однажды. Да, было дело такое. Было. И у строителей, и в матче встретил бы с другими соперниками. Сейчас дословно уже не вспомню, с кем это было. Вот. Но опасность была, и, я так понимаю, Максим не стал прям чуть ли не в падении прорывать передачу. Хотя можно было рискнуть. Можно было, тем более, что Водник неспешно даже в такую атаку шел. Угловой. Вся надежда на тебя. Подавать будет капитан. Удар. Выше ворот. Мяч, по-моему, снова подскочил. Ну, это, скажем, уже конец встречи. Лед, может, не совсем в идеальном состоянии. Главное нам сейчас оказаться в идеальном состоянии. Здесь смотрим атака Водника, еще одна. И удалось сделать прострел на район штрафной. Там набегало сразу 2 игрока Водника. И предельно внимательно в этот раз играла линия обороны. И здесь отложенный штраф дает арбитр. Свободный удар. Хотя эпизод был, в принципе, доигран. Максим Шакиров. Герой эпизода. Ну, здесь, да, ну, тоже опять хотел бы посмотреть повтор, наверное. Там было еще добивание. Как раз добивание было, по-моему, уже из офсайда. Ну, в красивейшем прыжке он парировал. Да. Удар. И здесь еще и преградил Да, путь вот мячу. здесь офсайд. Но все равно Максим забрал мяч со второй попытки на добивание, чтобы не было никаких вопросов. Максим шокировал архангельскую публику в следующем матче своим сейвом. Ну, давайте посмотрим. С другой стороны, 5 мячей строитель забил. Ну, зацепил. 5 мячей — это неплохо. В принципе. Да, и сейчас будет 6-й. Так он Да. есть? Есть же, нет? Так, нет. Что показывает арбитр? Арбитр показывает свободный удар. Водник с мячом. Показалась там такая сутолока у ворот. Да, была возможность. Прорывался по вновь Никита Свиридов. Ну, и на добивании была возможность тоже. Но не хватило там, наверное, Артема Лихачева. Да? Он-то знает, где на добивании находиться. Голевое чутье на высшем уровне. Прием практически состоялся. Ну вот сейчас повтор момента. А нет, Антон Апиньяндер. Строитель Снова снова. наш.
А вот хотелось бы вперед все-таки передачу, да? Ну, сейчас будет, подождите чуть-чуть. Вот вам, вперед передача. Наконец-то. На Максима Немцева, на защитника. Вот заброс на чужую половину. Удается зацепиться за мяч хоккеистам Строителя. Никита Свиридов зарабатывает угловой. Еще один угловой. За такое количество угловых даже команда, которая не умеет подавать угловые, могла бы научиться. Что уж говорить о клубе Суперлиги. Водник нам сегодня предоставил аж 11 игроков для отработки стандартов. Даром, что не манекенов. Эти хотя бы выбегают и создают видимость. И здесь мяч мимо ворот пролетел. Иван Кораблин с мячом. А теперь уже без. Они расстались, как в море корабли. Да, разошлись, чтобы начать атаку. Потеря. Да. Красиво так. Красиво. Такой Столкновение. НХЛовский прием от Артема Лихачева. Ну, вроде все в порядке с игроком Водника. Не ожидал, наверное, сам такого эпизода. Да, все-таки это с мячом не такой контактный вид спорта, как такие шайбы. Ну и здесь случаются такие эпизоды. Ну, здесь просто принял на бедро. Красиво. Красиво, но мне кажется, наверное, все-таки не совсем в рамках правил. Но момент уже заигран. Встретитель продолжает. Вот сейчас выйдет на ударную позицию. Не вышел. Да, Сергей Алхимов сокращал угол, но вот как-то что-то вот не сложилось. Ему сложилось заработать еще один свободный удар для своей команды. Ну, команда выстраивается так, что... Угловой, угловой, да. А там удаление просто. Я к тому, что удаление сейчас в составе Водника. Ну, вот, укатывается Вот надо игрок. сейчас забить и взять тайм-аут. И выпустить 11-го полевого. Да, вратаря заменить. Да. Жалко, что это правилами не разрешено, но... Здесь... Так. Какая интересная... Гол! Да, Гол! прекрасно. Посмотрите. Теперь тайм-аут надо брать. 6-7, 6-7. Да, а кто же? Сергей Алфимов, неужели? Нет? Нет, по-моему, это ж Ваюшин все-таки был. Ну, Люхин Евгений вообще. Люхин. Это вообще Евгений Люхин, да. То есть, не угадали. Я был ближе. То есть Да, 22, Ваюшин 21, Ваюшин 29. Забил 37. Я был ближе. Да. Вступаю. Наши болельщики воодушевились. Так, ну, неужели? Ох, что такое? Не может быть. Не пропустили. Да, как? Что вообще здесь? Я не понял, что так происходит. Да, здесь Непонятно. по картинке непонятно, но вообще гол. Да, я так понял, что гол. Да. Вот 6-8. Как он случился? Редкий случай, когда комментаторы не могут понять, как случился гол, но на самом деле тут действительно такая. Может, бросок раньше просто состоялся, наверное. Вот. Сейчас. Меня вообще больше интересует не как случился гол. Там было понятно, что выход на пустые ворота, и там не удалось заблокировать удар. Как случился такой пас, вот, что Ну же! сразу два хоккеиста Водника. Нет, от ворот. Сразу два хоккеиста Водника оказались за спинами вообще беспрепятственно. Там, не знаю, там... Ну, наши Где Владимир Власюк был? Скажите. поверили в успех, побежали уже, сломя голову вперед. Вот. Ну вот примерно вот Пошла так. вот, передача, да. на которую рассчитывали архангельские игроки. Вот Илья Насекин забил, молодой хоккеист. Рискну даже предположить, что это вообще его первый был. Ну, вот мы смотрим этот заброс. Да, вообще. Вот смотрите, да. Никто не мешает. Область вратаря. Здесь попытка... все-таки он пробил, да. Здесь попытка Успел Максима бросить. Немцева выбить мяч из-под клюшки соперника.
Максим Шакиров в это же время просто остался отыгран. И только оставалось сопровождать соперников взглядом. И еще. Ну, и И окончательно. 6-9. Убивают эту интригу. Да, только хотелось уже, такие уже мысли, думаю, о том, что заголовки Близко. выйдут, да, что с минимальным счетом, с минимальным разницей уступил Строитель, да, что дали бой. Ну, бой-то, конечно, дали, но вот последние и Евгений покер от Евгения Дергаева, 4-й его мяч. Вот 6-9. Ну, игра, конечно, хорошая, счет не по игре, 6-9. Да, Но Водник, будем вот прямо скажем, конечно, заслужил эту победу. Может быть, не с таким крупным счетом, может быть, 6-7, 6-8 было более справедливо. Вот, ну, на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. 6-9 Строитель Водник. Сейчас у нас будет пресс-конференция. Напоминаю, что прямую трансляцию вы смотрели на YouTube-канале, на сайте БНК. На сайте и в группе БНК также выйдут послематчевые пресс-конференции, подробный текстовый фотоотчет с игры. Ну и мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. До встречи. Инструмент. Официальный дилер и сервисный центр Bosch. 7 раз отмерь, 1 отрежь. А измерительные инструменты Bosch сделают все с первого раза. Нивелиры, дальномеры и цифровые уровни от Bosch с хорошими скидками в торговых центрах «Инструмент» на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25.